Бишкекский городской кеңеш разработал постановление о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Соответствующий документ подготовила рабочая группа при мэрии города Бишкек с учетом интересов сторон. Предлагается увеличить стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах на 11 сомов, а в частных микроавтобусах на 15. Согласно данной ситуации, рабочая комиссия провела ряд работ касательно повышения тарифов или не повышения тарифов. Рабочая комиссия обобщила предложения, выслушала все заинтересованные лица, это перевозчики, водители, также это в данном случае мы, управление городского транспорта. Разработан ряд предложений, которые мы внесем в дальнейшем процедурно. Там есть своя процедура. Согласно методике от 30 сентября 2020 года номер 504 постановления правительства Кыргызской Республики, мы должны ее внести после завершения работы рабочей комиссии Министерства экономики и финансов Кыргызской Республики. Процедурно же опять. После возврата нам данного документа в мере будут со всеми отделами прорабатываться данный вопрос. Это очень ответственный, очень непростой вопрос, сложный. Вы сами знаете, как на это реагирует в соцсетях население города Бишкек. Поэтому после окончательной доработки данного документа процедурно она будет передана Бишкекский городской кеңеш. Согласно документу, депутаты Бишкекского кеңеша утверждали последнее повышение тарифов в 2012 году. С тех пор выросли доходы населения, выросли цены на продукты питания и другие товары. Между тем, спикер Бишкекского городского кеңеша Жанбек Абиров сообщил на своей странице в соцсети, что проект еще не разрабатывался горкеңешем и не рассматривался. Я хотел бы официально обратиться к вам. Сейчас на данный момент идет бурное обсуждение в социальных сетях вопроса по повышению тарифов на общественный транспорт. И распространена ложная информация со стороны мэрии города Бишкек, что внесен в Бишкекский городской кеңеш проект постановления. И второе, то, что проект постановления разработал Бишкекский городской кеңеш. Другой же депутат горкеңеша считает, что к водителям маршрутных такси следует предъявлять ряд других требований, повысив стоимость проезда. Член городского кеңеша Рыспай Аматов сказал, что главная цель – улучшить работу общественного транспорта и обеспечить безопасность пассажиров. Во-первых, в маршрутках должен быть комфорт и чистота. Также авто должно пройти полный техосмотр. Машина должна отвечать всем требованиям безопасности. И обязательно должна быть система GPS для отслеживания маршрута. Однако жители города не верят, что требования, поставленные Аматовым, будут выполнены. При этом жители говорят, что их зарплата или пенсия не растет. Экономисты также считают, что стоимость услуг должна рассчитываться исходя из прожиточного минимума населения, а затем повышаться. Однако за последние 10 лет заработная плата в Кыргызстане существенно не выросла. В этом плане большая разница между стоимостью проезда и зарплатой, отметил доктор экономических наук профессор Кубанычбек Единов. Это все частные компании, многие арендуют. Например, в день платят по 1000 сомов. Вместо этого нужно сократить до 800. Думаю, тогда будет продвижение в этом плане. Однако городские власти призывают людей не паниковать, потому что теперь Минэкономики будет анализировать предложенную цену, исходя из дохода населения. Водители же в свою очередь говорят, что на сегодняшний день стоимость перевозки пассажиров в микроавтобусе Mercedes-Benz по городу составляет 13 сомов 40 тиынов. Это связано с ростом цен на топливо, электроэнергию и запчасти. Напомним, в январе водители маршрутных такси в Бишкеке объявили забастовку, требуя повышения платы за проезд, и заявили, что объявят забастовку, если их предложения не будут реализованы. Всего в городе насчитывается 39 частных компаний, они обслуживают 99 маршрутов. В настоящее время ежедневно на работу выходят 140 троллейбусов и 110 автобусов транспортной компании при мэрии Бишкека. Кроме того, около 20 автобусов обслуживают население через частные компании. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кольбаев, Нью ТВ.